очень страшная и прекрасная. Знаменитый на весь мир, он покорил лучшие сцены русских и зарубежных театров, но всегда помнил родную Казань. Прекраснейший из всех городов мира называл ее. Сегодня в Казани около 50 мест, связанных с легендарным Федором Шаляпиным. Вот она, известная фотография Федора Шаляпина у флигеля дома купца Лисицына. Именно здесь он родился в 1873 году. Тогда это улица Рыбнорядская. Самый центр Казани, улица Пушкина, 10. Вот он дом, во флигеле которого и родился Федор Шаляпин. Сам флигель, конечно, до наших дней, к сожалению, не сохранился. Это Богоявленский собор, где в 1873 году Федора Шаляпина крестили. Площадь Свободы. Здесь когда-то находился Казанский городской театр, где и выступал знаменитый певец. Февраль в Казани всегда месяц Шаляпина. А к 150-летию со дня рождения выдающегося оперного певца насыщенная программа запланирована на весь юбилейный год. В зоне прилета Казанского аэропорта всех пассажиров уже встречают портреты Шаляпина. В марте пройдет Всероссийский научный форум. Имя Шаляпина всегда связано с историей Казани, с историей Татарстана. Имя Шаляпина – это бренд для всех нас. Все мероприятия в течение февраля месяца будут проходить не только в учреждениях культуры, они будут проходить в учреждениях молодежной политики, в учреждениях образования. На днях в Казани открылся Шаляпинский фестиваль. Он проходит уже в 41 раз. В этом году выступают солисты Большого и Мариинского театров. На фестивале оперы, в которых когда-то исполнял роли Шаляпин. У оперного театра к юбилею свой подарок. Сейчас театр будет осуществлять заказ оперы композитору Низамову, нашему молодому композитору, для того, чтобы все-таки в дальнейшем попробовать в сценической версии поставить оперу о Шаляпине. Сценические костюмы, афиши, программы гастролей по всему миру, пианино и личные вещи Федора Шаляпина. Все это можно будет увидеть на многочисленных выставках. Историю его жизни послушать на лекциях. 13 февраля, в день рождения Шаляпина, на доме, во флигеле которого родился певец, установят мемориальную доску. В июне появится бюст Шаляпина. Формировать единую композицию на фоне панно с видами Казани конца 19-го, начала 20 веков. Этот бюст будет дополнять уже существующий бюст Алексея Максимовича Горького и фактически предвосхищать вход в музей. В Казани с 1997 года присуждается и Шаляпинская стипендия молодым талантам. Традиции заложил сам Федор Шаляпин. Сумма стипендии – 50 тысяч рублей. В юбилейный год вручат премию Шаляпина уже профессионалам. Двум деятелям искусств по 200 тысяч рублей. Работают сейчас и над дополнением туристического маршрута по шаляпинским местам. Например, Аметьево, где тоже говорят, что жил Федор Иванович Шаляпин. Да, в центре города находится уникальный поселок. То есть еще много мест есть, которые какими-то пюпитрами не обозначены, какими-то интересными указателями не обозначены. В этом году отметят также 200-летие со дня рождения драматурга Александра Островского, 155-летие писателя Максима Горького и 150-летие композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.